Все челнинцы, которые стоят в очереди по соципотеке, уже в следующем году получат квартиры. Об этом сообщили сегодня в Госжилфонде. Руководство фонда приехало в Челны для ознакомления с ходом строительства домов в 63-м комплексе. Об очередниках, дольщиках и тех, кому нужно расширяться. Ленар Геннатуллин. Ленара и Ирина Хабировы – сотрудники полиции. Двое детей 4 года назад вступили в программу соципотеки. Все это время жили в съемной квартире, а в сентябре переехали в свою. Начиная с инфраструктуры, там вот детская площадка, наверное, видели на улице, очень такая большая для детей. Детский садик буквально в шаговой доступности. И уж все условия соответствуют, все устраивает. В этом году в Татарстане по соципотеке сдадут 165 домов почти на 8 тысяч квартир. Только в Челнах более 1200 семей. При этом желающих вступить в различные программы от Госжилфонда становится все больше. Пока все предложения, все собираются, люди обращаются, интересуются. То есть и молодая семья, и категория граждан, там чернобыльцы есть, многодетные семьи. То есть все заявки собираются, оформляются. Сегодня на встрече говорили и об обманутых дольщиках. 26 семей по-прежнему ожидают свои квартиры, которые должны были получить в доме 63/09 от предыдущего застройщика. К сожалению, мы первопроходцы в этом варианте. Когда передает сразу готовое жилье, а не достраивается дом. Поэтому это вот, ну и по сути дела, эти дольщики будут последними в набережных Челнах, в котором была проблема. План на год ГЖФ выполняет по графику. Сейчас здесь рассматривают и другие формы поддержки семей. Допустим, люди, молодая семья брали однокомнатную квартиру. За это время у них там дети родились. Мы сейчас рассматриваем вопрос, чтобы они могли заявляться на большую площадь, там, на 3, на 2, кто как потянет. Владимир Никифоров отметил, скорее всего, цены на квартиры по соцпрограммам будут расти. Но они в любом случае останутся ниже рыночных. Ленар Геннатуллин, Рамиль Закиев, ТНВ.